возглавляю этот муфтият в течение этого времени. Вот сейчас все люди знают, умеют вести машину. Каждый сейчас водитель, шофер. И когда рядом водитель кого сажает, кому доверяет, он куда-то возит их. Рядом сидит человек, свой доверенный. И вот этот человек, когда старается физически управлять машиной, руль к себе тянет. Держать вот это правильно руль, вести машину и не отвлекаться этим мунафиком, который находится рядом, очень тяжело. Шамиль, конечно, не может такие вещи говорить. Я могу. Вот это мунафики, называя себя мусульманами, муридами, они очень помогают. Но те люди, которые были, находятся и дальше намерены идти нога в ногу вот вместе с нами, их сила больше, чем сила мунафиков. И в некоторых выступлениях я говорю, если бы не были мунафики и не были ваххабисты, просто жизнь, даже жить неинтересно. Просто они пускай от злости умирают они. И пусть умрут. Один человек истинный, у него сердце крепкий, сердце у него лом стальной. Хоть 1000 мунафик будет, вот это стальной лом ломать мунафики не могут. Они пускай идут, это я не говорю про неверующих людей, я говорю про людей, которых мы сажаем в свою машину и нас отвлекают. Во время пророка, алейхиссалату вассалам, Шамиль же много параллелей привел со времен пророка, алейхиссалату вассалам. Да, во времена пророка тоже были мунафики. Эти мунафики все время они были вместе. А как только поход, война начиналась, они туда на войну под разными предлогами не ходили. Мой там жена болит, мать болит, овцы надо сегодня пасти, там дом надо строить, что угодно. Такими причинами они не выходили на войну. Знаете, они на что надеялись? Они надеялись, что пророк и его асхабы не вернутся, что их там убьют, и до их возвращения они будут здесь кайфовать и жить. Эти мунафики, они умерли, а мусульмане остались, иншаллах. Аллах Всевышний в Коране говорит, если говорит, вы думаете, что вас оставят сказать, что мы уверовали, и вас испытать не будут, это, говорит, ошибка. Вот эти мунафики, вот это фасики, они для нас испытания. Мы это испытания так легко пройдем. Как Абдурашид Садулаев, вот это все турниры проходят, и танко его называют. Мы тоже как танки будем проходить, иншаллах. Еще хочется сказать, вот это медресе и другие, конечно, всем людям в последнее время, до этого я это не говорил, сейчас каждому человеку, я считаю, необходимым, даже если он хочет своих детей устроить в ФСП работать, в любых структурах работать, разницы нету. Им всем стоит своих детей отдать сначала в медресе, получать базовые знания.